Два десятка легенд. На стадионе «Спартак» прошел матч между командами чемпионов 90-х и молодыми звездами футбола. Спортсмены, имена которых вписаны в историю российского футбола золотыми буквами, сражались отчаянно. Но главное, как и ожидали болельщики, показали красивую зрелищную игру. Такого спортивного праздника в Владикавказе не видели уже много лет. Но, как оказалось, ждали. А теперь после матча легенд снова готовы поверить. Футбол в Осетии будет жить. На игре побывала наш корреспондент Ангелина Васильева. Несмолкаемые аплодисменты, и они на поле. Золотой состав футбольного клуба «Алания» 95-го года и сегодняшние игроки национальной и премьер-лиги. Все воспитанники осетинской спортивной школы. И все на поле, чтобы доказать – Осетия футбольная. Сойтись в одном матче и вспомнить: осетинскому футболу больше века. Такие традиции просто так не прервать, они уже в генах. Еще до матча с гордостью вспоминают, с чего начинались нынешние футбольные звезды. Я помню, как и Алан Касаев за воротами мячи подавал, как и Володя Габулов. Это был для них огромный толчок. И поэтому я надеюсь, что вот для наших молодых ребят вот эти игроки, которые играют в премьер-лиге на очень высоком уровне, для них будет это ориентир, конечно. Первый мяч летит в ворота молодой сборной Осетии. Своим фирменным ударом со штрафного один из лучших легионеров в истории осетинского клуба Мирджалол Касымов забивает гол в угол ворот соперника. Далее Анатолий Канищев, как в былые времена, давит на оборону соперников. Заур Хапов надежно защищает ворота, а сборная Осетии пестрит своими игроками. Алан Загоев радует техникой и передачами, Георгий Габулов пушечными ударами, а Владимир Габулов наглядно демонстрирует уровень игрока сборной России. Последний матч я на родном стадионе сыграл лет 14-15 назад, наверное. И снова первый раз, когда вышел сегодня на поле, действительно слезы навернулись на глаза. И это наше самое любимое место, наверное. И это действительно сборная Осетии из действующих футболистов, да, которая может составить конкуренцию, наверное, не только там, я имею в виду клубам, да, в клубном футболе, но, наверное, где-то на международном уровне. На трибунах больше 10 тысяч болельщиков. По футболу скучали. Матч легенд оказался долгожданным праздником, который преданные фанаты игры никак не могли пропустить. Болельщики к матчу подошли основательно. В течение недели они готовили 110-метровый плакат, на котором отобразили все этапы становления осетинского футбола. 1912 год – начало, далее развитие, достижение побед, воспитание чемпионов и сегодня вера в будущее футбола. Идею провести матч озвучил Владимир Габулов. Поддержал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он лично прибыл поздравить болельщиков со спортивным праздником, а после с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым вручил ветеранам Владикавказской Алании благодарственные письма. Сегодня многие воспитанники осетинской школы футбола играют в ведущих клубах страны, ходят в национальную сборную, помогая России покорять новые спортивные вершины. Мы всегда с гордостью наблюдаем за нашими успехами, радуемся каждой победе и надеемся, что и летом 2018 года осетинские футболисты внесут свой вклад в общий успех сборной команды нашей страны. Достойно выступим на чемпионате мира по футболу. Товарищеский матч, как и полагается, завершился товарищеским счетом 5-5. Не успели футболисты выйти с поля, как болельщики их окружили. Фото на память, автографы и одна общая на всех мечта – футбол в Осетии должен жить. Его здесь не просто любят, есть большее. В него умеют играть красиво. Ангелина Васильева, Александр Каджаев.